группой научной творческой интеллигенции Абхазии еще в 2020 году было решение создать такой научно-аналитический центр, Абхазская национальная конференция, которая бы взяла бы на себя ответственность генерировать идеи о выработке концепции, идеологии, о становлении и развитии самодостаточного независимого абхазского государства. И надо сказать, что вот в течение последних времени мы проводили определенные исследования, имеем определенные наработки, есть определенные результаты. В ближайшем будущем мы собирались провести еще научно-практическую конференцию, где бы вы высказали бы свое видение, предложили бы общество. Однако наш сегодняшний брифинг и так далее, мы видим, что вызван тем, что мы видим, что события в стране ухудшаются. И может показаться, что все эти наши выработки может завтра никому не понадобиться, то есть, поскольку те негативные, разрушительные процессы, в основе которых лежит еще давно, еще десятилетия назад возникли, сегодня приобретают очень угрожающий характер для нашего государства. И они ускоряются. Парадокс еще заключается еще в том, что нынешняя власть не то, что предпринимает попытки решения этих проблем, но принимают такие действия, откровенно говоря, рационально трудно объяснить эти действия, которые направлены против интересов, национальных интересов, которые ускоряют, углубляют это разрушительные тенденции, которые приходят в нашей стране сегодня. Вызывает то еще недоумение то, что власть пытается принять те или иные решения, противоречащие интересам, коренным интересам нашего народа, которые ставят под угрозу будущего вообще нашего народа, которые вызывают резкую отрицательную реакцию со стороны общества, пытаются чуть ли насильно внедрять в наше общество. То есть мы видим, что общественное мнение перестало влиять на власть. То есть власть игнорирует общественное мнение Абхазии, что вообще никогда не было характерно для Абхазии. Если так дальше эти процессы будут проходить, если мы не сможем их остановить, у нас два пути развития нашего государства. Первое – это установление диктатуры, установление полицейского режима, установление насильственной власти по подавлению воли народа. Должен сказать, что это будет происходить даже если руководящие органы Абхазии не будут этого хотеть. Это, в общем, существующая государственная система ведет к этому. Второй путь – это хаос и анархия. Оба пути для нас неприемлемы, они недопустимы. Тем более, что в условиях Абхазии установление такой насильственной власти, диктатуры, полицейской власти при нашем менталитете, при поголовном вооружении абхазского народа, это просто утопия. Но она может иметь очень тягчайшие последствия для нашего народа и прежде всего для самой власти. То есть оба эти пути мы не можем допустить. Но мы также не можем допустить, чтобы этот кризис вышел на улицу. Мы уже несколько раз проходили это, мы не можем постоянно испытывать прочность нашей головы, постоянно наступая на одни и те же грабли. У нас политические тупик, политические кризисы, мы должны искать политические пути, а политические пути – это основываясь на ценности, идеи, на культурный код, который на протяжении многих веков объединяет, скрепляет наш народ. То есть, если мы хотим, чтобы наша государственность развивалась, продолжала существовать, мы должны объединиться вокруг ценностей, идей, которые скрепляют наш народ, еще раз. Но у нас есть определенные моменты, которые необходимо это решить, это все-таки определить, что лежит в основе национальной независимости Абхазии, то есть те ценности, убеждения, идеи, установки, которые определяют фундаментальные ценности нашего народа.
Второе, определить, то есть для того, чтобы все это сделать, надо определить, наследием каких государственных традиций мы являемся. Какова культурная основа абхазского государства. То есть вот эти все мы, значит, разработали, у нас есть определенные, это есть, но для того, чтобы это предложить власти, сегодня мы понимаем, что власть это не примет. Система, которая, что она будет отторгать эти идеи, отторгать эти ценности. И сегодня мы считаем, что у нас существует две равнозначные задачи, которые в ближайшее время нужно решить. Это прежде всего определить, какая власть нам нужна, какая государственная система нам нужна. Определить цели ее задачи, это одно. И второе равнозначно, это как формировать власть, как избирать власть. Для того, чтобы к власти приходили не случайные люди, а профессионалы, мыслящие национальными, общенациональными категориями, обладающие силой и мужеством, понимающие, что такое честь и достоинство, понимающие, что необходимо брать на себя ответственность за судьбу своего народа. То есть в связи с этим мы просто хотим обратиться ко всем, которые действительно считают себя гражданином независимого абхазского государства, что мы должны сегодня отбросить все те группировки, кланы, там, оппозиции, провластные и так далее. Мы сегодня должны быть как единым и сплоченным, выработать общую платформу дальнейшего нашего развития. Мы, тем более сегодня мы видим, находимся на грани такой коренной перестройки геополитической карты мира. То есть мы видим, еще будет усиливаться давление со стороны внешних сил, различных внешних сил на Абхазию. И поэтому наша сплоченность, единство сегодня это просто необходимость. И еще одну минуту хотел бы вам отнять у вас ваше внимание, просто хотел сказать, что есть еще один важный момент, который сегодня, вот такой негативный процесс, который идет, в общем, в Абхазии, как и в любой стране, есть очень безвольные люди, да, которые ради самосохранения во главу угла ставят принцип самосохранения. Они честны, достоинства, тем более независимости, свободы своей страны. Они всегда были, но они всегда знали свое место. Они никогда не стеснялись публично, что такое общественный мир, стеснялись публично об этом говорить. Сегодня мы видим, что парадоксальное явление. Эти люди не только публично начинают говорить, но свое безволие, бессилие пытаются навязать всему нашему обществу. То есть это мы видим уже, это попытка деформации национального самосознания, что тоже недопустимо и неприемлемо для абхазского общества. То есть выстраданное, да, вот, в результате национально-освободительной борьбы национальная независимость Абхазии, это не случайность, это закономерность. Является результатом не внешних сил, а является результатом вековой борьбы и достижения социального, политического, культурного уровня развития абхазского народа. Мы не конгломерат случайных людей, собранных на эти территории. Мы народ, обладающий тысячелетней историей независимой государственности. Мы народ с исторически обусловленный национальным единством и самосознанием, и имевший всегда свое достойное место в этом мире, и будем иметь это свое достойное место в этом мире, пускай в этом никто не сомневается. Самое страшное, что я не люблю, мягко выражаясь, это невежество. К сожалению, со всех сторон несет невежество, особенно с верхов. Я в них не вижу ни европейцев, ни кавказцев, я не измеряю, не просто людей, халиф и на час. И так нельзя, понимаете? Есть понятие хорошее в философии абхазского языка и народа вообще. Зигиздыру этого. Нет того, кто знает все это раз. Второе. То, что не хватает людям. Я говорю, народу хватает, так называемые люди, которые ничего не понимают. Ахдыр як блыры. Самосознание
и теплота, любовь в сердце. Мало кто задумывался над тем, у нас карма идет через сердце. Сознание мешает, так считает, наша древняя философия считает. В этом отношении, Господи, прости меня, у нас 2 телевидения. Я не вижу их работы. Чтобы работало для национальное самосознание. Поймите, чем сильнее будет чувствовать себя, условно я говорю, абхазский народ, остальные всем будут еще лучше здесь жить. Второе, за землю воюют. Есть абхазская поговорка, пословица вернее. Вся абхазская земля пропитана кровью, и она плачет, когда кровь Абхаза проливается. Это я слышал очень много раз. Сейчас думали торговать землей. Поймите, это не выйдет. Да вы идете против Господа Бога, не против народа. Я еще многое могу сказать. Очнитесь, господа, и откройте глаза. Шупату стоику. Спасибо. Спасибо большое. Наше общество уже практически на протяжении 2 десятков лет разделилось по политическому признаку и сформировались 2 устойчивые большие группы, которые представляют себя власть и оппозиция, которые иногда сменяют друг друга. И все противостояние обусловлено личностным отношением. Мы не видим, не слышим борьбу идеологии. Я считаю, что вот идея о том, что нужно сформировать национальное единство, объединить народ, которое основано на политических вопросах, она не может быть реализована. Объединяться народ должен вокруг национальной идеи, вокруг идеологии. И такой площадкой является настоящая организация Абхазская национальная конференция, которая с политической точки зрения не является политической организацией и не стремится за борьбу за власть, а стремится к созданию национальной идеологии и к реализации ценностей, на основе которых можно будет проводить все остальные государственные программы и решать государственные вопросы. Я считаю, что на данной площадке при наличии людей с богатейшими научными знаниями и сознаниями истории и культуры нашего народа нужно вырабатывать такие вопросы еще раз, к сожалению, как цель и задачи нашего государства и нашего общества, национальную идеологию разрабатывать и уже на основе видения этих целей и задач, сквозь призму этих целей и задач, решать все остальные вопросы, которые необходимы для того, чтобы в дальнейшем развивать наше государство и наше общество. Поэтому я призываю всех, независимо от политической принадлежности, принять активное участие в работе данной организации, в разработке именно этих вопросов. Первичен всегда человек. Далее первичная идея, только потом ресурсы. Соответственно, когда мы говорим о строительстве государства или о тех или иных принятиях решений, до сих пор у нас уже при восстановлении нашей государственности, которая порядка 30 лет, не сформулированы идеологические постулаты и красные линии, за которые нельзя кому-то шагать. Когда мы говорим кому-то, мы имеем в виду, предположим, очередную власть. И когда эти красные линии не сформированы, во всяком случае, люди, нацеленные на сохранение национальных вопросов, на сохранение государственности, они задаются таким постулатом. Все-таки, наверное, пора сформулировать главную стратегическую цель перед нами всеми. Для того, чтобы эта цель была сформулирована, появилась вот такая общенациональная площадка, которая имеет возможность сплотить вокруг себя или вокруг идей людей с различными подходами в политическом плане. Соответственно, когда не сформулированы эти идеологические постулаты, любая власть имеет возможность эти постулаты нарушать. Сегодня активизация данной площадки, конечно же, связана с тем, что появились вопросы, которые вызывают не просто обеспокоенность, а несут угрозу национальной безопасности. И для того, чтобы нивелировать эту угрозу, нужно нам всем, как всегда, как делали наши предки, в этом отношении поработать. Как здесь было уже сказано, мы не сторонники того, чтобы ситуация выходила за грань
понимания нашего человеческого. И для того, чтобы не допустить этих моментов, мы должны все сплотиться вокруг идеи и вместе все поработать. Потому что если мы сами не будем кузнецами своего счастья, как это говорят, никто нам не поможет. Поэтому тоже со своей стороны призываю включиться в данную работу. Эта площадка не имеет прямого политического окраса, не ставит перед собой целью бороться именно за власть, а ставит перед собой целью сформулировать постулаты, которыми должна пользоваться любая власть, которая придет в тот или иной исторический период и будет нести ответственность перед народом. Обращаемся ко всем общественным, политическим организациям, ко всем гражданам, мыслящим гражданам, всем, ну, в принципе, все у нас мыслящие граждане, собраться, значит, да, и мы предложим, значит, первое, для того, чтобы вот это все это сделать, мы должны механизм формирования власти мы должны определить. То есть мы можем предложить, это тоже будет определено, наработки есть, мы не говорим, что то, что мы сейчас говорим, это истина последней инстанции. Нет, мы хотим, чтобы вы все высказались по этому вопросу, чтобы все мы пришли к единому мнению. Да. Придя к единому, это есть вот такое, сделать национальная согласие, придя к этому мнению, и чтобы мы начали ее вместе претворять в жизнь. Это при желании, при политической воле, то есть в этом должны участвовать все политические, значит, общественные организации. То есть если мы сегодня вот эти проблемы не обозначим и не начнем их решать, не заложим фундамент возрождения абхазской государственности, завтра такой возможности у нас может не быть. То есть ситуация очень резко меняется, очень быстро меняется. Вообще мир очень быстро меняется. И мы не можем такую роскошь внутренних проблем, не решив внутренние проблемы, встретить те проблемы, которые нас завтра ждут тогда вот в глобальном масштабе. Почему на сегодняшний день возникла необходимость активизации данных процессов, в том числе на этой площадке? Потому что мы видим угрозы, которые несут в себе определенные принятия решений в тех или иных институтах власти. Так вот, эти угрозы, в том числе о том, что говорите вы, Игорь, это вопрос энергетики, это вопрос инфраструктуры, да, то есть железной дороги, портовой инфраструктуры, аэропорта, это вопросы, связанные с продажей недвижимости иностранцев. Я это говорю специально, потому что не считаю, что и не только что вопрос апартаментов, его можно называть как-то, мы можем как угодно его называть, но специфика остается той же. Это вопрос отчуждения каких-либо земель, если о чем мы говорим. То есть данная площадка, как и любой гражданин, который имеет активную гражданскую позицию, будет использовать все конституционные методы для борьбы с вредоносными решениями, которые может принять та или иная власть. И эта позиция, она в том числе объединяет людей на этой площадке. الحرد أبرزار وشتانيتك شو زخن حزرق خبيخ حرح تقول ذا شغلنا حرح لشنسا واقع يزبخوز رق حرحش بنشا واقع يلا خو يشختو أخلق شرمز عرمز أزين أكتر حنبي يرو وجاكم واشتواقع يشتي حرحي بشتي حبسني يبش وزاج بنشا أرستاتو ساز برزح ورتزبان يراق بيك شرقنا يشتو وحي مخبشتس وبراقة يبغى حرحاج بنشا وس زجرجوي أنا قول أبرر خالي ثاني أرتزع حرحازي خطرنا تشرب حاج بنشا حلقنزا واقع يزبخوزر منوت كادم خرجيش سقطي أيار بشكالة قلار أرت واقع يقدم ناس حرح حلقنزا خوي حبسنا حلقنزا خوي أبرح أزول شجرة أزارك وزيجي زنزاي أخويوتهم مالس حرحامم أبسنرا حاجلر ويامشتك حد جلو شكوم برا شالت يونيشي يربطون ده عد جلو ستارو مدش ستارك محرا يتفي جيل حامد واد بياد جلو زرجي قال بياد جلو زرجي ريح رحمال يخيت ثاني حمو محرا شقب شرق متر
يحتي ارتيحتخو من زرق يحمتي ارتيحتخو أبرتستارو كروب رابخذ أكرتر ونالغلق أبريستارو بيزسخوتستو ناس يتسيب زام تحت قلت يخا أبر ساسناوس المشينة بحرح يحتم سحقولس مرقولة مرتشارة بحقولس المشينة كرت شدزنية قبرا يزبال حش تعوزر تسب خوشي قد زمز أراكر تخوب زحو وادك يتخوب أزدقيوك يتخوب ناس ويادقيو يأجي خوشبا حماتت في نرزان مخلاقية يافك يجيوك ساوا يسس فني عن خود يبشي ما تفخون هذا جلاس خورا وش تاني سزخن حرس يستخدم بسوندة بيستارة دار دي ترنيك قل هذا جل يربنا زالجة حرتخوما конституция президент иднуцот где акч хатраха айлари раз саузро епо енур дурвозро хтас хочек жейтес потабребиш венцос Владислав Ардзен бен панца хайти абрг шерхайт колос зетишкай сараяр бен залаг ажвар лаханцас збыша закона пыстан за барт сраз салара пеш аха критерий зачек опекается ажанс пшесачозерге алабаха зхале хотсо бергче дешведвиш хамси хампшу азвигу яхан дес пазмхо حرح بجورس ناتي باتروخ صاير بجورس ناتي مسغاري روش بسمري حرلي دكتك الزجي يحرق وجدر وكتب ران حنلا يا حدث شيء شاش عزيش تربخت ابخت يدرو معه وسناق قسمت مشدارة ده حرح بخستنا بيه خلا عن خطوة أنت أبرجع صدرم نخ يتي جستار بشرط زرق خبخة أكريتيكا حرتخوما حرب الحقوق بيتو أكريتيكا أحتوزر وعزبشة злоюги ажила гала ахцор. Вот что конкретно можно сделать, чтобы прописать эти линии красные и узаконить их, придать им какой-то юридический статус? Вот какие действия можно предпринять? Есть такое понятие, извините, нравственный закон внутри нас. Вот если его не переступать, все будет нормально. Для этого нужно воспитывать людей. А как? Слава Богу, есть чем воспитывать. А вчерашних мальчишек, которые в школе ни один час не преподавали, делают министрами и так далее, и так далее. И что я сказал вначале? Невежество – самый страшный наш враг. Извиняюсь, у многих руководителей нет даже исторического мышления. Абсолютно, я же это вижу. Они на 10 лет, на 50 лет, не на 50, на 10 лет вперед не могут думать. Как калиф на час, ну, говорят по-русски. Так что надо менять систему образования. У нас материал есть, надо его уметь преподносить. Все. Нравственно вот так все можно перевернуть за несколько лет. За один день, конечно, никогда не получится. Спасибо. Наше государство давным-давно должно было начать работу и ее закончить на предмет того, какая у нас может быть, даже в том числе и Конституция должна быть. Да, в существующих реалиях есть много вопросов, которыми нужно усиливать Конституцию. И не только Конституцию, конституционные законы, обычные законы. Но, к сожалению большому, сегодня мы перед вами здесь сидим. И общественная организация берет на себя функции, которые должно выполнять государство. И мы сегодня, как, ну, скажем так, граждане с активной позицией гражданской, призываем таких же граждан, как и мы, включиться в эту работу. Когда у нас будет понимание того, что нужно делать, если в нормальной системе координат это реализовывать, там должны быть, значит, этапы определенные, апробации, да, внедрения, дальше принятие окончательного в рамках законодательства. Но наряду с этим существуют другие проблемы. Конечно, в рамках законодательства это могут быть там, я не знаю, парламент может принимать эти решения, инициировать может любая исполнительная власть принятие этих решений. Но у нас же здесь ситуация совсем другая. У нас же лебедь, рак и щука. Общество полностью разделено на, значит, по региональному
значит, региональные нарезки эксплуатируют некоторые эту тему, как Гудаута, Ачамчира. По конфессиональному у нас здесь есть проблемы, да, в том числе в некоторых конфессиях тоже разделение. Политические партии и основным детонатором разделения народа являются выборы в президенты. Мы же это понимаем. Кто на этом может играть? На таком разделении, на том, что условно, как здесь было сказано, да, абхазы разбегаются по лагерям, когда происходят те или иные выборы, да, а все остальные смотрят на абхазов и не могут понять, как им себя вести в данном государстве. То есть кто на этом может играть? На этом может играть любой внешний фактор, крупный бизнес. То есть это очень легко манипулировать этими процессами в маленьком обществе, когда существует несколько, скажем так, лагерей. Так вот, неважно, как это внедрять. Если будет национальное согласие, ну, в Исландии вообще народ вышел, да, и принял новую конституцию. Образование, Да, приняли эти решения. В других странах там разные институты власти, этим в третьих странах это общественность. Вопрос в другом. В каком государстве мы хотим жить? И в рамках того, каким образом будут работать эти законы, в том числе и образование будет функционировать правильным образом. На основе тех ценностей, которые мы все, в принципе, должны исповедовать, но не исповедуем, к сожалению. Сейчас стаху, я же шукса, тот абсна кар цасла азия хайваш куштусами, я же шукса юнецаха, я бен стазалоги, а без шума, мамзарги экономикума, а бри уса хаму зазиха, а джир лахиртахум. حرح بالشخص بس أوسع خمس أبريز خيت شادح عند كرغنا أترى مينيستر يالر دولار تزحى يدر تزحى ويرى يزيد بس يدر ونري وس شاموس وس نبخة أبريل كأنا أجر دخل تقوم يقرط شامي بيجي بس بصراحة يشتي يترك خد زوستة أبري وس يزمو يتحى ودامر خد أراد نجن درته أسحن تكرر زقلت مخانك يزقلته سرس وش أنا وش أسفر أبز شو سوى قلارت زها أبز شو министр يلقن نبتسق قتتو عند كار يخذوه نبتسق قتتو он гарант конституции أري أبز شيء يزاي بدوب يرى Хенткар Хабисшада Хдухады Амлоза. В 1907 году была организована, на русском языке скажу, Академия абхазского языка и литературы. Многие удивились, зачем. Организовал академик Мар. Он привлек весь мир к абхазскому языку, поэтому улица называется Мар Академик. Дело не в этом. А кто председательствовал на всех этих заседаниях? Они много работы сделали. Нестор Аполлоныч Якуба, глава абхазского правительства. Он курировал конкретно, это я документы лично смотрел, об этом мало кто говорит, кстати.